Долгожители встречаются во всех странах, но существуют регионы, где их больше, чем в среднем по планете. Геронтологи посчитали, на Кавказе проживает 42% людей, которым больше 100 лет. Ученые обратили на это внимание еще в советские времена. Это может быть и связано с определенными политическими отношениями, поскольку у нас все-таки товарищ Сталин был из горных районов, и многие хотели польстить ему, что вот его предки жили больше продолжительной жизнью. Больше всего долгожителей в Абхазии и Азербайджане. В России республика-рекордсмен Карачаево-Черкесия. Здесь столетних стариков больше, чем в других горных регионах. Причина простая. Горы тоже бывают разные. От 2200 до 3600 метров – это Среднегорье. Дальше – Высокогорье. Долгожители живут в пределах Среднегорья, где воздух не такой разряженный. Умеренная кислородная недостаточность – это хороший стимулирующий фактор, влияющий на активность костного мозга, на выработку клеток крови. Но если кислородная недостаточность зашкаливает какой-то предел, то она уже сказывается отрицательным образом на жизнедеятельность человека. Поэтому все, как говорится, хорошо в меру. Карачаевск находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. В этом маленьком городе проживает 12 столетних стариков. Желающих дожить до этого срока оказалось так много, что администрация города решила создать клуб «100-летние юбиляры». На самой высокой улице Карачаевска, Подгорной, стоит двухэтажный дом Марджан Богатыревой. Недавно ей исполнилось 103 года. Она живет одна. В доме очень чисто, ни пылинки. На видном месте швейная машинка, за которой ежедневно работает бабушка Марджан. Она никогда не пользовалась очками и до сих пор может попасть ниткой в ушко иголки. Недавно на свадьбу внука шила белоснежные колпаки и фартуки. У Марджан Магомедовны была непростая жизнь. Она одна воспитала 5 детей. Один из них – приемный русский мальчик Алеша. Спала мало, работала много. Питалась с точки зрения диетологов неправильно. Она без мяса ничего не кушает. Например, вот сегодня она просила свекла ботвы хачины сделать. Мы сделали. А все равно она суп поставила себе мясной. Она и это будет кушать, и тот будет. Без мяса она не может. Она рано вставала, поздно ложится, 12-11 часов. Она раньше не ложится, да. Днем, да, вот сейчас только она днем начала отдыхать, она днем не отдыхала никогда. Здесь у самой подошвы горы земли маловато, но бабушка Марджан разбила во дворе сад и выращивает собственные овощи. Собственноручно смастерила смешное пугало и установила его на грядках. Каждым утром, как вчера пойду посмотреть, каждым утром пойду, что делает. Женщин-долгожителей на Кавказе больше, чем долгожителей мужчин. Они составляют большинство в Карачаевском центре для пожилых людей. Старушки приходят сюда днем, пока родственники на работе. Вечером они дома. На Кавказе долгожители не просто доживают свой век, они активно участвуют в любых семейных делах. Старый человек, он не может даже ходить, но если у него голова нормальная, всегда прислушивается к старшему. И есть большое оправдание. Если даже ошиблись, нам сказал так, и каждый этим себя ограживает. Сказанное слово старшим, стариком – это закон для горца. Еще в советское время наши и американские геронтологи провели совместные исследования горцев-долгожителей. Американцы изучали долгожителей племени Вилкабамба, обитающих в высокогорных Андах. Советские ученые – кавказских горцев. Пытались найти общие для жителей гор причины долголетия. Геронтологи пришли к выводу, что главное – это диета и физическая активность. Пища долгожителей и в Андах, и на Кавказе едят в основном растительные и молочные продукты, иногда в небольших количествах мясо.
Если говорить современным языком, это низкокалорийная диета. В среднем 1200 килокалорий в день. В этой пище высокое содержание тирозина, аминокислоты, которая влияет на продолжительность жизни. Кроме того, в еде горцев мало холестерина, все витамины в высоких концентрациях. Напитки долгожителей. Это не только сухое красное вино, как принято считать. Вино больше любят в Грузии и Армении. В Карачаево-Черкесии предпочитают пить кефир и айран. Айран тоже алкоголь содержит ведь. Как и кефир, небольшой процент, где-то вот около 2-3% алкоголя они содержат, кисломолочные продукты. Так что они тоже алкоголь употребляют. А потом вот именно разумное, умеренное употребление алкоголя, оно не вредит организму. А разумным это какие определения? Ну, если стакан красного вина в день, то это я считаю, что разумным будет. Горный воздух – это еще одна причина долголетия. В горах изменяется состав крови. Из-за недостатка кислорода повышается уровень гемоглобина и эндорфина – гормона удовольствия. Этим объясняется эйфория и прилив сил, который человек ощущает, приезжая в горы. Горы действуют как шампанское. Обостряются все ощущения, кружит голову аромат цветов, радует пейзаж, пение птиц. Оп! Все. Ученые-геронтологи изучали психологический портрет долгожителей. Большинство из них считает себя хозяином своей судьбы. У долгожителей обычно хорошее чувство юмора. Кроме того, у них нет ощущения уходящего времени. Нет мыслей. Все, жизнь закончилась. Течение времени они воспринимают так же, как люди в 40-50 лет. По мнению некоторых исследователей, секрет долгожительства кавказцев поразительно прост. Горцы живут так долго, потому что им это нравится. Им просто не хочется умирать.